Кыргызстан и Узбекистан успешно завершили делимитацию границы. Ее линия на 100% прочерчена. Обе стороны удовлетворены. Минздрав ждут очередные разбирательства. В суд на него подали врачи, а ГКНБ выявил новые факты завышения стоимости при покупке ИВЛ. В Бишкеке упала годовалая девочка, не споткнулась, а выпала с 6-го этажа. Обошлось без переломов, состояние тяжелое. В стране уже около 2 миллионов бедных, 700 тысяч такими стали за прошлый год. Только экономика спасет ситуацию, на пособие денег нет. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Елена Кобзева. Вопросов по границе с Узбекистаном больше нет. На 100%, как заявил сегодня глава ГКНБ Камчибек Ташиев, удалось прочертить линию межи с этими соседями. Такому результату предшествовал госвизит президента в Узбекскую республику и последовавшие за ним переговоры двух делегаций. Теперь спорных участков на приграничной территории двух государств не будет. И решены они не просто без ущерба кыргызской стороне, а напротив, в наших интересах. Подробные разъяснения дал Камчибек Ташиев и по Кимпи-Рабатскому водохранилищу, и по горе Ункуртоо, и по анклаву Сох. Прокомментировал также ситуацию по границе с Таджикистаном. Там дела пока обстоят не так продуктивно, но варианты предложены и рассматриваются. Подробнее Кубат Кубанычбек-Улу. Главный чекист страны Камчибек Ташиев впервые дает пресс-конференцию в здании правительства. Сегодня он рассказал об итогах двусторонней встречи. Напомню, что 22 марта глава ГКНБ вылетел в Ташкент, пробыл там 2 дня. Также обсуждались вопросы по делимитации демаркации кыргызско-узбекской границы. Сообщается, что были подписаны документы, протокол, о содержании которого не было известно до сегодняшнего дня. Камчибек Ташиев на вопрос журналистов, почему он в военно-полевой форме, ответил, что сразу после пресс-конференции должен отправиться в Баткен. Там много работы. А пока представит работникам СМИ результаты той поездки, что уже проделано. И непосредственно по делимитации кыргызско-узбекской границы, которая, с его слов, теперь определена на все 100%. Между кыргызской и узбекской сторонами спор так называемых озвучивания спорных вопросов, спорных территорий не будут. Теперь будет только сторона узбекская, сторона кыргызская. То есть, как ранее говорилось, что на спорных территориях произошли какие-нибудь там стычки, какие-нибудь там спорные моменты, отныне больше не будут. Глава ГКНБ также сообщил, что Ортотокойское водохранилище остается территорией Кыргызстана, но вода на 95% будет использоваться узбекской стороной. Узбекская сторона на условиях компенсации при демаркации передаст кыргызской стороне около 50 гектаров земель между пограничными точками номерами 304 и 312 в пределах Анжанской области в Республике Узбекистан по смежеству с Узгенским районом Ойской области Кыргызской Республики. В счет компенсации земель, отведенных под строительство Ортотокойского Касасайского водохранилища. Кроме этого, Кыргызстану отошел участок Гавасай, находящийся в Джалабадской области площадью 8 тысяч гектаров. На этом участке несколько сел, где живут граждане Кыргызстана. У всех, как сообщил Ташиев, кыргызское гражданство. Вот только участок был еще не описан. Напомним, что именно в этом районе несколько раз происходили столкновения. Узбекистану переданы неорошаемые земли, а Кыргызстан получил сельхозугодия. Местное население со стороны Кыргызстана никоим образом не может быть недовольным оставаться. Почему? Да потому что все населенные пункты спорные, все населенные территории спорные мы описали на кыргызскую сторону. То есть поэтому я очень надеюсь, что со стороны кыргызского населения не должно быть никаких недовольств. Общая протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров. 85% или 1170 километров участков были решены в 2017 году. С тех пор оставалось около 10 участков, которые считались спорными, в том числе более 19 тысяч гектаров земли, расположенные близ Алабукинского района Джалабадской области и Наманганской области Узбекистана. Ташиев также заявил, что транспортное сообщение в анклав Сох путем открытия пропускных пунктов Кайтпас и Утукчу будет продолжаться. Он отметил, что с 1 апреля текущего года стороны договорились открыть эти пункты пропуска исключительно для передвижения лиц, легковых транспортных средств и микроавтобусов до 20 посадочных мест.
Приведение в порядок, восстановление, ремонт пунктов пропуска Кыргызской Республики Карасу, Бегабад, Ынтымак, Кеңсай и Сейдикум будет осуществляться узбекской стороной. По мере готовности стороны обязуются открыть пункты пропуска Карасу, Бегабад, Ынтымак, Кеңсай и Сейдикум. Это дорога. Мы упростили прохождение наших и узбекских граждан в анклав Сох. Все, в упрощенном варианте они будут проходить. А контролировать кто? Контролировать будут пограничники. Они будут на постах стоять, проверять, заводить, выводить, как все, никаких вопросов там не будет. Ташиев рассказал и о договоренностях по Кемпир-Абадскому водохранилищу. Напомню, что водоем расположен на территории Узгенского района Ошской области, на границе с Узбекистаном. Ее питают реки Карадарья, Яссе, Куршаб. По информации Ташиева, еще в 1973 году узбекская сторона в качестве компенсации передала Кыргызстану 4100 гектаров земли. Еще должны были передать 300 гектаров. Мы контрабандой завоз товаров в Таджикистан или Кыргызстан будем полностью останавливать. Так? Будем применять все свои средства, возможности, и контрабанда грузов теперь отныне в Таджикистан от нас. В основном Таджикистан от нас не будут. И со стороны Таджикистана тоже, если захотят завести к нам какие-то контрабандные товары, мы будем пресекать. А вот решение границы с Таджикистаном пока продвигается не так оперативно. Стало известно, что Кыргызстан предлагает обменять анклав Ворух на другие участки в Лелекском и Баткенском районах. По его словам, переговоры с Таджикистаном по делимитации госграницы все еще продолжаются. Основной вопрос – анклав Ворух. Мы направили 2 предложения Таджикистану. Первое – мы на законном основании измерим границы анклава, и он больше не будет расти. Но мы дадим анклаву дорогу по своей территории, только для пользования, чтобы они могли заехать. Эта дорога будет пролегать в объезд села Акцай. Второе еще жестче. Мы готовы обменять анклав Ворух. Если они нам оставят эту территорию анклава в 12 тысяч гектаров, мы готовы дать 12 тысяч гектар в других районах Баткенской области. Мы даже передали перечень этих участков. Но пока таджикская сторона не ответила. Председатель ГКНБ Камчебек Ташиев, отвечая на вопросы журналистов, также сказал, что на сегодняшний день работы по делимитации демаркации с этим государством завершены только на 519 из 976 километров кыргызско-таджикской границы. На прошлой неделе межправительственные комиссии 2 стран встретились в Гулистане Сагдийской области для обсуждения пограничных вопросов. Однако стороны тогда не сообщили об итогах встречи. Что касается протокола по кыргызско-узбекской границе, он сначала будет обработан правительственной делегацией, государственными органами. Потом его оформят в договор между государствами, а как только его подпишет президент, этот документ должен будет пройти ратификацию в Джугурку Кенеше. Кубат Хуанчпекулу, Диас Акинбаев, НТС. Уголовные дела в отношении бывшего депутата Джугурку Кенеша Омурбека Бабанова были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Еще раз сегодня это подчеркнул Камчебек Ташиев. Он пояснил, что расследованием этих досудебных производств изначально занималась финансовая полиция. Материалы показали, что ущерба государству никакие действия Омурбека Бабанова не причинили. Ни его, ни его родственников. Напомним, в целом на бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова было возбуждено около 10 дел. Все они были политически мотивированы. Как отметил Ташиев, Омурбек Бабанов – успешный предприниматель, и в очередной раз он решил оказать финансовую поддержку государству. По делам Омурбека Токтогуловича были проведены расследования. До нас эти дела были изучены финансовой полицией. Затем все эти дела были переданы нам. Мы изучали их в течение 2-3 месяцев. В результате наши следователи пришли к выводу, что ни Омурбеком Бабановым, ни его родственниками никому не было причинено ущерба. Омурбек Токтогулович – человек обеспеченный, имеющий возможности. Он решил помочь государству, а не ГКНБ. Межнациональное согласие – одно из главных условий мира и процветания в стране. О том, что делает для его поддержания Ассамблея народа Кыргызстана, рассказал президенту Садыру Джапарову ее председатель Абдыганер Кибаев. На встрече с главой государства он отметил, что одним из интереснейших и важных проектов, над которыми работают сегодня члены Ассамблеи, это концепция развития гражданской идентичности Кыргыз-Джараны на 2021-2026 годы. Она направлена на укрепление единства народа и межэтнических отношений
отношений. Сегодня составляется план мероприятий. Идей много и есть полное понимание, как их реализовать. А вот нужда у ассамблеи материально-технического характера, в том числе и в ремонте здания. Между тем, Садыр Джапаров подчеркнул, что укрепление единства народа является стратегическим направлением. И именно Ассамблея народа Кыргызстана должна сыграть большую роль в проведении активных разъяснительных работ среди граждан совместно с соответствующими государственными структурами и органами местного самоуправления. Развитие страны сегодня нельзя рассматривать отдельно от культурного и духовного просвещения населения. Об этом сегодня говорили президент Садыр Джапаров и известный драматург и писатель Мар Байджиев. А в рамках этой встречи они затронули конституционную реформу. По мнению Байджиева, сегодня стране как никогда нужна ответственная и стабильная власть, которая бы отвечала чаяниям народа. По его мнению, самое время формировать национальную идеологию, центром которой должен стать эпос Манас. В дар президенту он принес свою книгу как раз об этом фольклорном наследии «Манас Семитей Сейтек». Глава государства, в свою очередь, отметил большой вклад Марата Ашимовича в культуру и, в частности, в литературу и образование. А также подчеркнул, что очень ценит опыт и знания старшего поколения. В чем отличие, а главное, в чем плюсы новой редакции Конституции, голосование по которой пройдет уже 11 апреля на референдуме? Разъяснение относительно содержания главного документа страны сегодня проводят юристы, правоведы и эксперты-конституционалисты среди населения. Очередной круглый стол прошел сегодня с участием жителей Чуйской области и столицы. Так, прежде всего, обсуждались моменты в Конституции, касающиеся полномочий главы государства. Ведь теперь наша республика снова станет жить на основе президентского правления. Не несут ли разработанные изменения угроз? Если нет, то какие, напротив, положительные пункты теперь будут прописаны в документе? Вот что эксперты приводили на такие вопросы граждан в ответ. Последние 30 лет Конституцию меняли 9 раз. Во всех случаях были лишь перераспределения полномочий между ветвями власти. Интересы народа никто не учитывал. В этот раз, конечно, полномочия президента усиливаются, но в то же время обозначены конкретно также его права и ответственность. Неправильно говорят, что глава государства ни за что не будет отвечать. Согласно предыдущим конституциям, глав государств могли привлекать только по тяжким статьям. А в этой редакции написано четко: если он будет вмешиваться в работу судебной власти и законодательной, то его можно привлечь к ответственности и объявить ему импичмент. Раньше такого не было. Там прописано, что президент будет отвечать своей головой. Один человек, который будет, ему подвластно будет и премьер-министр. Не как раньше будет премьер-министр назначаться парламентом, какой-то фракцией, а именно будет назначать президент. Он будет доверять этому человеку, и человек, если будет работать, он будет работать. Какой-то появится слабинка, президент его снимает, ставит другого человека. Потому что за все это должен быть отвечать по Конституции президент. Здесь нисколько не упал авторитет или статус Джогорку Кенеша. Вот многие говорят о том, что сейчас нет равновесия, баланса между ветвей власти. Нет, давайте не забывать, что все-таки 10 января народ избрал президентскую форму правления. То есть концепция, она должна быть президентская форма правления. И, конечно, у президента будут, соответственно, с этим полномочия, ответственность и обязанность. Но при этом нисколько не упал авторитет Джогорку Кенеша, потому что все важнейшие решения, даже назначая министров, это делается все с согласия Джогорку Кенеша. За детьми, как говорится, глаз да глаз, чтобы не случилось несчастье. Состояние годовалой девочки, упавшей с 6-го этажа многоэтажки, стабильное. Это случилось вчера примерно в 6 часов вечера в одном из многоквартирных домов Бишкека. Сейчас ребенок находится на лечении в 3-й детской больнице. По словам врачей, у девочки чудом ничего не сломано и не повреждены внутренние органы. Однако у малышки диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. О состоянии маленькой пациентки, о том, как мог произойти подобный случай, узнавал наш корреспондент Елисей Кирпиченко. Практически в самом центре города вчера вечером произошла страшная трагедия. Из 6-го этажа многоэтажного жилого дома в микрорайоне Восток-5 выпала маленькая девочка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники милиции и скорой.
играли вон там в футбол. Потом я увидел, что здесь очень много людей. Я видел, что что-то оттуда упало. Вон кирпичный домик, и рядом там, где есть кондиционер и антенна. Оттуда я увидел, что-то упало. Я подбежал, смотрю, а там ребенок лежит. И там женщина такая говорит: помогите, помогите, здесь ребенок упал. Мы подбежали, и она вон там, вот, рядом с вот этой, на бетонную вот эту штучку, она упала. По словам очевидцев, стали раздаваться крики о помощи. Дети звали взрослых, в панике рассказывая, что из окна упал ребенок. Рядом с малышом, говорят, лежала противомоскитная сетка. Дети думали, здесь играли, что вообще какая-то кукла упала. Вот, эта женщина подбежала, она подняла этого ребенка. Подняла, потом родители вышли. А я вышла попозже уже, спустилась, когда ребенка скорую помощь вызвали. Люди говорят, что вот маленькая девочка 3-летняя подняла ребенка и, видимо, это к окну подошла, а ребенок выскользнул. В третьей детской больнице, куда поступила девочка, говорят, что такие случаи можно назвать чудом. У ребенка нет ни переломов, ни повреждений внутренних органов. Несмотря на это, девочка продолжает находиться в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Ведь у нее диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. Мы очень рады в том плане, что ребенок остался жива. И после обследования, то есть экстренное обследование, УЗИ внутренних органов, рентгенограмма, слава Богу, что переломов нет у ребенка. Разрыв внутренних органов нет. УЗИ сделали вчера. И каждые 3 часа мы повторяли уже. Ребенок сегодня в сознании, но поставлен диагноз ушиб головного мозга тяжелой степени. Ребенок в сознании, чуть кислородозависимый. На данный момент сейчас врачебный консилиум проходит в составе профессоров. Там все специалисты, это детские хирурги, торакальные хирурги, нейрохирурги, детские невропатологи, детские травматологи и хирурги. И планируем делать МРТ головного мозга. Но, слава Богу, что ухудшения состояния нет. Ребенок в сознании. Как все случилось, пока можно судить только по свидетельствам очевидцев. Большинство из них почти в один голос говорят: не доглядели взрослые. Такую кроху нельзя оставлять без присмотра, как и опасно доверять маленьким нянькам. Но такое не редкость, когда родители, отвлекаясь, оставляют чадо братьям, сестрам, которые не намного старше самого малыша и сами нуждаются в контроле. Соседи негодуют. Как такое могло произойти? Некоторые считают, что на окна необходимо ставить защитные решетки. Обязательно решетки, чтобы они открывались только с замком. У меня, например, решетки стоят и туда, и сюда. Вот она у меня 3-й этаж. Ой, спина болит. 3-й этаж, у меня решетка. Она с замком, с окном. Я ее открыл для себя и сам. Снова на замок, и все. Сотрудники МЧС говорят, что решетки на окна многие теперь устанавливают не только для защиты от проникновения снаружи, но и для безопасности изнутри. Может, это и защищает человека от падения с высоты, но спасатели так делать не рекомендуют. По их словам, в случае пожара людям, оставшимся внутри квартиры, будет достаточно сложно помочь. Быть аккуратнее на высоте, просят спасатели. Одно неловкое движение, и человек, стоящий на краю, может сорваться вниз. Оступился или закружилась голова. Так, меньше месяца назад, 1 марта, в Бишкеке 18-летний строитель сорвался с 9-го этажа строящегося здания. Его госпитализировали в Бишкекский национальный исследовательский центр травматологии и ортопедии с многочисленными травмами. У парня был разрыв печени, толстого кишечника, мочевого пузыря и многочисленные переломы. Врачи говорят, что на сегодняшний день ему уже проведено 3 операции. Сейчас планируется операция на левую бедренную кость и кости обеих голеней. Через 7-8 месяцев ликвидация колостомы. Состояние парня продолжает оставаться средне-тяжелым. Елисей Кирпиченко, Турган Ниязов, НТС. ИВЛ в период пандемии закупали дороже, чем было возможно. Новые коррупционные факты по закупкам медоборудования выявлены Госкомитетом нацбезопасности. Согласно информации спецслужб, в мае прошлого года по линии поступивших международных грантов и кредитных средств Минздрав закупил 67 аппаратов ИВЛ на 1 миллион 800 тысяч долларов. При этом их фактическая рыночная стоимость составляла не более 600 тысяч долларов. Уточняется, что приобретены 40 аппаратов ИВЛ по 30 тысяч долларов, тогда как их стоимость по базе данных Департамента лекарственных средств и медицинских изделий составляла чуть менее 8 тысяч долларов. А в сентябре прошлого года Минздрав закупил еще 27 детских ИВЛ по 25 тысяч долларов, когда как их рыночная стоимость не превышала 10 тысяч долларов.
Врачи против чиновников Минздрава. Спор теперь будет разбирать суд. А дело касается намерения министерства присоединить диагностический центр в Бишкеке к национальному госпиталю. В ведомстве предположили, что так решатся многие проблемы, в том числе и с выплатой заработных плат, по которым есть долги. Но такое слияние, оказывается, будет сопровождаться возможным высвобождением некоторых работников центра. Это и стало камнем преткновения. Кого уволят и по каким критериям, в Минздраве свои аргументы. В 90-х годах тут стоял один томограф, там стоял второй томограф. Томографы в Республиканском диагностическом центре демонтировали в прошлом году. Оба, один за другим. Они вышли из строя еще несколько лет назад. С тех пор отделение томографии в этом центре закрыто. Помещение подготовили для установки нового оборудования. Но в диагностическом центре его себе позволить не могут. А министерство ни аппарата, ни денег на него не выделяет. Врачи говорят, медучреждение уже более 20 лет находится на самофинансировании. То есть центр из собственных средств оплачивает коммунальные услуги, налоги, зарплату врачам, еще и старается покупать различные медицинские изделия за счет доходов и по возможности обновлять медаппараты. Вот это вот было подсобное помещение, где стояли, проходите, где стояла все сердце томографа, аппаратура. Здесь не скрывают, что имеется задолженность по налогам, есть долги и по зарплате перед сотрудниками. На ситуации сказалась пандемия, когда в центре по тендерам закупали рециркуляторы, средства индивидуальной защиты. А в феврале сотрудники медучреждения услышали новость, после чего подали в суд на Министерство здравоохранения. Под иском, говорят, подписались 109 человек. Всего здесь 125 сотрудников, 70% из которых пенсионеры. Большинство работают здесь более 30 лет. Отметим, Министерство здравоохранения планирует присоединить единственный в стране государственный диагностический центр к национальному госпиталю. Приказ министр подписал еще 17 февраля. Вот этот приказ. Одним из пунктов значится возможное высвобождение работников диагностического центра. В коллективе считают, что в такого рода документе не может быть слова «возможно». Хотели услышать от руководства министерства конкретику, для чего все это делается, но говорят, что их не приняли. Возможно, высвобождение. Но нет конкретики. Давайте высвободим 40, 50, 100 человек. Или всех высвободим. С какими условиями? То ли это будет реорганизация, то ли это будет сокращение, когда людям выдают компенсацию, или какие-то еще другие варианты. Поэтому приказ нам показался сырым. С просьбой защитить их коллектив Республиканского диагностического центра обратился в профсоюзный комитет медработников. Сейчас интересы сотрудников медучреждения в суде представляет адвокат Бактыбек Джумашев. По его словам, исковое заявление он подал в Первомайский районный суд. Подал и ходатайство, чтобы до вынесения окончательного решения исполнение приказа было приостановлено. Уже есть судебный акт, который обязательно для исполнения всеми лицами на территории Кыргызской республики, который запрещает на данный момент исполнять приказ, в том числе и регистрацию, перерегистрацию диагностического центра. Когда судебный акт был вынесен? 24 марта 2021 года. Насчет приказа слияния диагностического центра и национального госпиталя нам удалось взять комментарий у юриста Минздрава. По словам Азамата Джумакеева, это самый оптимальный вариант решения проблемы с зарплатой в РДЦ. В национальном госпитале большой бюджет, и это медучреждение потянет в своем составе дополнительный блок. А вопрос финансирования для этого можно будет рассмотреть в течение года через парламентский комитет. Как добавил Азамат Джумакеев, коллектив диагностического центра вот уже пару лет обращается в Минздрав с просьбой присоединить их медучреждение. Но они хотели к медакадемии или к институту повышения квалификации. Однако у этих организаций разные цели. Возможно, высвобождение там сейчас подсчитывается, да, вот штатное расписание. Например, национальному госпиталю, например, не нужно 2 бухгалтера, 2 экономиста. Это чисто административно-управленческий персонал и административно-вспомогательный персонал. В этих случаях дублирование, если должности будут, там обязательно будет сокращено. А именно в плане того, что медицинских работников у нас нехватка кадров, они все будут работать. Азамат Джумакеев также добавил, что в национальном госпитале сейчас ведется работа по реорганизации и слиянию с диагностическим центром. По его словам, судебного акта о приостановлении данного процесса министерство не получало. Отметим, судебное заседание по этому делу назначено на 9 апреля. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС.
История о тех, кто смог пройти все круги ада, переболел и победил коронавирус. Такие свидетельства двое журналистов собрали на странице электронного сайта. Там их около сотни, и все они невыдуманные. На одной платформе размещены повествования о героизме волонтеров, о несправедливости, о достижениях простого народа и об ошибках, которые уполномоченные органы допустили в борьбе с коронавирусом. Сегодня состоялась презентация этого ресурса под названием «Голоса кыргызстанцев во время COVID-19». По словам авторов проекта, сейчас многие забыли ту боль, которую народ пережил в прошлом году. Граждане стали пренебрегать элементарными правилами санбезопасности, носить медицинские маски, обрабатывать руки антисептиком, избегать многолюдных мест. В скором времени, обещают создатели, на этом электронном сайте появится книга из 700 страниц, где будут опубликованы рассказы людей, потерявших друзей, родственников, членов семьи. Мы многое в этой жизни знаем, но мы в своей памяти все теряем. То есть через год практически мы уже забыли все, что мы пережили в 2020 году. И мы знали, что мы можем забыть то, что было с нами месяц назад. Потому что события меняются стремительно, и в гуще событий мы теряем что-то важное. Да? И вот, чтобы помнить, чтобы знать, с чем мы столкнулись, и, может быть, извлечь какие-то уроки, мы решили создать электронную книгу. Это, может быть, сейчас не важно кому-то, да? Но для будущего это станет очень хорошим материалом для того, чтобы понимать, как это происходило в стране, как страна, как Кыргызстан боролся с коронавирусом. Тем временем в Кыргызстане на сегодня выявлено еще 100 заразившихся COVID-19. В их числе, как сообщают в Минздраве, как лабораторно подтвержденный коронавирус, так и внебольничная пневмония. Статистика, напомним, ведется объединенно. Больше всего случаев зарегистрировано в Бишкеке – 45 инфицированных. В Чуйской области – 46, показатели в других областях единичные. Всего на лечении находится почти 1000 человек. Медики фиксируют явный прирост. Амбулаторно получают лечение 450 пациентов и чуть более 500 находятся в больницах. Причем 30% из всех в тяжелом состоянии. Пока вводить жесткие ограничения местные органы, в частности мэрия Бишкека, не намерена. Там сообщили, что отмечают ухудшение эпидситуации, однако речи о локдауне нет. Закрывать не будут ни коммерческие объекты, ни школы. После каникул к обучению вернутся те же параллели, что и раньше, за исключением 6, 7, 8 и 10 классов. Однако уже усиливают проверки субъектов на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Почти 2 из 6,5 миллионов кыргызстанцев проживают за чертой бедности. И за последний нелегкий год в обстоятельствах пандемии случился значительный прирост. По оценкам Всемирного банка, это количество составило 700 тысяч человек. Коронавирус лишал не только здоровья, но и средств к существованию. Те, кто и так балансировал на грани бедности, потеряв работу, покатился по социальной лестнице вниз. В каких условиях проживают целые семьи с маленькими детьми, покажут наши журналисты. Большинство людей, скорее всего, подумает, что этот контейнер – мусорка. Но на самом же деле в нем живет мать-одиночка со своими детьми. Личные обстоятельства и пандемия оставили семью без крова. Денег с трудом хватает на еду. Если удается купить в магазине килограмм муки, то покушать хватит на 3 дня. Я делаю блины. Так я стараюсь кормить своих детей. Блин на воде вместо завтрака, обеда и ужина. Но малыши уже давно привыкли к такому питанию. Вот так готовлю 5 блинов наполовину замеса. Когда дочки говорят, что голодны, отламываю по кусочку. Мои дети уже другого и не ждут. Привыкли, что есть только это. Они меня понимают. Не хотят, чтобы покупала им лишнего. Ведь тогда у меня будут долги. Если останется немного хлеба, они попросят. Уже сил нет так жить. Все время плачу. Плачу, когда даю им хлеб, и плачу, когда не даю. И дети тоже плачут, когда видят мои слезы. А им и о руке всего 4,5 года, но они как никто другой знают тяготы бедности. Гульнура Орузабаева приехала в Бишкек в 1998 году из Тюбского района Иссыкульской области. Помимо 2 дочерей, у нее есть еще 2 детей, которые сейчас живут в селе. Муж ушел 4 года назад, и с тех пор о нем ничего не известно. Женщина никогда не сидела без работы, но в прошлом году Гульнура сильно травмировала ногу. Мать-одиночка, проработавшая швеей 18 лет, теперь с трудом передвигается, не может не только ходить на работу, но и полноценно ухаживать за своими детьми.
Мои девочки постоянно говорят: мама, хочу то, хочу это. Но как я могу им купить то, что они хотят? Лучше на эти деньги я куплю хлеба и хотя бы 5 картофелин сварить или пожарить. Матери-одиночке 39 лет. В трудный момент родственники отвернулись. Женщина не смогла платить за квартиру. В итоге пришлось переехать в этот железный контейнер. Помогли знакомые. Заброшенный сарай возле стоянки теперь их убежище. За 2 года жизни в таких условиях пошатнулось здоровье. Женщина признается, что ноги ее почти не держат. Гульнора Розабаева передвигается с помощью костылей и работает по 2 часа, где придется. Во время пандемии пришлось совсем нелегко. Не было никакой случайной работы. Во время пандемии пришлось особенно тяжело. Голодали. Люди, которые живут в этом дворе, нам приносят еду. Бывает, что поесть нечего, дам дочкам воды, да и ложимся спать. Мечта у этой женщины одна – чтобы ее любимые дети были сыты и засыпали в тепле. По данным Всемирного банка, в этом году количество бедных в Кыргызстане увеличилось на 700 тысяч человек. Причина – последствия пандемии. Министерство здравоохранения и соцразвития также сообщает, что количество людей, получающих пособия, растет, и ситуация только ухудшается. По состоянию на 1 января этого года количество детей в малообеспеченных семьях составляло 34,5 тысячи. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В прошлом году пособия получали 30 880 детей. И количество нуждающихся продолжает расти. Только бюджетную статью на эти цели не увеличивают. Попросту неоткуда взять деньги. Главная проблема – это рабочие места. Граждане не могут трудоустроиться, из-за чего не могут содержать свои семьи, и изменить положение может только стимулирование экономики. Многие люди, которые работают в неформальном секторе, потеряли работу. И число людей, получающих пособие, увеличивается. Но из-за дефицита бюджета на этот год не запланировано никаких мероприятий по увеличению размера пособий. Отметим, что Статкомитет, определяющий количество бедных, не смог назвать точное их количество на 2020 год. По последним данным, в 2019 году более 20% населения жили в бедности. Это не намного лучше, чем в предыдущие годы. Например, в 2018 году бедными считались 22% населения. Но по расчетам Всемирного банка, в этом году в Кыргызстане насчитывается 1 313 000 бедствующих граждан. И к ним могут присоединиться еще порядка 700 тысяч человек. Елисей Кирпиченко, Денис Ламбек Бишамбаев, НТС. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире.